В Гудауте по улице Агрова в районе авторемонтного завода «Черноморэнерго» проводит работы по замене обветшалой низковольтной линии электропередач протяженностью 1200 метров. Эта линия питалась трансформаторной подстанции 103 в районе гвоздильного завода. Но из-за высоких нагрузок было принято решение установки нового трансформатора мощностью 400 киловатт, чтобы разгрузить старый. Ранее все близлежащие предприятия и жилые дома питались со старого трансформатора. Теперь новый трансформатор будет питать только население, и это порядка 35 потребителей. Безусловно, во-первых, линии были 60-х годов, да, во время строительства этих заводов, все в округе, которые находятся, соответственно, все эти линии прокладывались тогда. Уже и моральный, и физический износ имели все, и высоковольтные, и низковольтные линии. Мы, в принципе, сейчас и небольшой участок высоковольтной сети восстановили, но основной был упор сделан именно на восстановление, вернее, по большому счету, полную реконструкцию низковольтной сети. Премьер-министром лично было принято решение, и Черноморэнерго поддержал нашу заявку для установки нового трансформатора и для разгрузки существующих линий. В дальнейшем здесь будет устанавливаться новая система учета, то есть электронные счетчики, потому что уже все к этому будет готово. Эти 35 дворов, которых вот сейчас мы запитываем, да, то есть у них действительно было очень низкое напряжение, и мы надеемся, что после этого все их вопросы по качеству электроснабжения будут решены. Учитывая тяжелую ситуацию с низковольтными сетями, Черноморэнерго еще на 2 участках в Гудауте будет проводить замену обветшалых линий. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются и в селах. Так, в селе Лыхны в районе Хапшеры реконструировали старую сеть мощностью 0,4 киловольт и установили новый трансформатор. Помимо этого, у нас сейчас запланированы работы там же, в селе Лыхны, по переносу трансформаторов в другой центр нагрузки, потому что действительно ситуация с электроснабжением стала меняться, и какие-то дома стали, люди перестали там жить, да, в каких-то стало большее заселение, большая нагрузка стала в других местах появляться, и мы должны реагировать на эти изменения. И вот сейчас, я думаю, в ближайшие 2-3 дня будет запланирована еще новая работа, которую мы будем проводить в селе Лыхны. Помимо этого проведена работа в селе Джерхуа. Старая линия, 10-киловольтная линия, так называемый фидер Лыхны-Звандрибш. На нем было очень много трансформаторов, и было принято решение руководством Черноморэнерго о разделении этой линии. И вот мы эту работу уже осуществили. Это получается около 5 трансформаторов мы убрали с одной линии и перенесли их на другую. Да, и для этого было сделано где-то порядка 800 метров высоковольтной линии. Если говорить о приборах учета, то в Гудаутском районе с начала текущего года установлено порядка 1400 счетчиков, и до конца года планируется еще около 600. Специалисты отмечают, что приборы учета существенно повлияли снизить количество потребляемой электроэнергии потребителями. В селе Псыцко уже много лет жители не имели возможность получить качественное электроснабжение. В домах у сельчан и зимой и летом напряжение электричества бывало 90-100 вольт. Крайне сложную ситуацию удалось исправить только в этом году. Протяженность сетей 0,4 была порядка 2,5 километров. И решением руководства Черноморэнерго и премьер-министра Республики Абхазия было решено построить высоковольтная линия, протяженность больше 2 километров, и установить КТП с трансформатором в центре нагрузки. В дальнейшем планируется еще подвесить провод СИП и установить приборы учета. Но это как бы второй этап. В этом районе проживает около 25 семей. Теперь в их домах напряжение электричества 190-200 вольт. А в селе Приморское в районе термального источника Черноморэнерго планирует замену СИПов и монтаж приборов учета. Алика Трапшрамукамки, Абхазское телевидение.